2019 год стал поистине историческим для кыргызстанцев. Правительство республики ратифицировало Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, к которой присоединилась 8 лет назад, в 2011 году. Конвенция, ратифицированная Кыргызской республикой, станет важной правовой основой для наиболее полной реализации прав человека и решения социально-экономических вопросов. Человек с инвалидностью перестанет быть объектом благотворительности, он становится равноправным членом общества. Конвенция о правах лиц с инвалидностью – это внедрение инклюзивного образования, где дети с инвалидностью будут учиться вместе со всеми остальными детьми. Это создание рабочих мест, где лица с инвалидностью смогут работать наравне с другими. Это тротуары с тактильными дорожными указателями. Это светофоры со звуковым сопровождением. Это видеоматериалы с титрами и тифлосопровождением. Это возможность пользоваться услугами сурдопереводчика в банке, в аптеке, в судах и в других местах. Это создание возможности для лиц с инвалидностью учиться, работать, развиваться, создавать семьи, платить налоги, делать вклад в развитие страны. Это создание равных условий для всех категорий лиц с инвалидностью для полноценной жизнедеятельности. Конвенция предполагает, скажем, определенные рамочные условия, которые говорят о том, что никто не должен быть исключен из нашего общества. И люди с ограниченными возможностями должны иметь, на самом деле, как ни банально звучит, возможности реализовать свои конституционные права. Каждый год число лиц с инвалидностью в Кыргызстане увеличивается. Государственная социальная политика будет направлена на изменение подхода к проблеме инвалидности, то есть с медицинского, который преобладал всегда, на социальный и правовой подход. В медицинской модели инвалидность человека считается заболеванием, патологией, а также основным препятствием для полноценной жизнедеятельности. Анализ показал, что количество людей с инвалидностью из года в год растет. И, соответственно, данные люди получают из госбюджета пособие. Это пособие не совсем большое, то есть это приблизительно около 3000 сомов или около $50. Конечно же, это очень маленькая сумма. Соответственно, пройдет какой-то период времени, когда бюджет не сможет уже вытянуть такую вот ношу. Главная особенность данного документа в том, что Конвенция предлагает социальную и правозащитную модель понимания инвалидности, которая признает лицо с инвалидностью равноправным членом общества и не изолирует его, а стимулирует на самореализацию. Основной акцент делает не на лечение, а на удовлетворение потребностей, устранение дискриминации, а также на создание эффективных механизмов защиты и реализации прав и свобод. Одним словом, после ратификации государство берет на себя обязательства по пересмотру отношений ко всем сферам жизнедеятельности лиц с инвалидностью. При технической поддержке проекта ПРООН по расширению доступа к правосудию был разработан план мероприятий по реализации конвенции в Кыргызстане. Теперь правительству предстоит принять ряд подзаконных актов для того, чтобы конвенция заработала на практике. Наше Министерство труда и социального развития, мы с 2014 года тесно сотрудничаем с этим проектом расширения доступа к правосудию программы ПРООН. Многое сделали в этот период, но самое главное, это мы лоббировали ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Внесли много законопроектов, куда нужно было внести изменения, дополнения. Проводили различные акции на местах, в регионах. Страна готовилась к этой ратификации. Был план, комплекс мер по повышению качества, уровня жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. ПРООН активно поддерживала процессы, связанные с ратификацией Конвенции о правах лиц с инвалидностью. Мы сотрудничали с парламентом, с Министерством труда и социального развития и с гражданским сообществом. Огромная работа была проведена по повышению осведомленности граждан о проблемах лиц с инвалидностью. Мы рады, что вся наша работа дает свои положительные результаты. Уверена, что от реализации конвенции выиграют не только люди с инвалидностью, но и общество в целом. Дастан Бекешев – один из тех немногих депутатов, кому проблемы лиц с инвалидностью знакомы не понаслышке. Нам необходимо внести поправки в законодательство о труде, об образовании, культуре, здравоохранении, спорта, архитектуре и строительстве и ряд других.
должны появиться законы и реабилитационные программы, направленные на устранение дискриминации лиц с инвалидностью. Каждому человеку для эмоционального и физического здоровья необходима занятость, общение и равенство в правах. Лица с инвалидностью, так же, как и обычные люди, хотят общаться, ездить в автобусах, в общественном транспорте. Они хотят также заниматься спортом, посещать музеи, театры. И для этого нам нужно внести очень много изменений в законодательство. И придется также бороться с некоторыми предубеждениями общества. Оглянитесь вокруг. На наших улицах очень редко встречаем лиц с инвалидностью. Не потому, что их мало, а потому что наши населенные пункты и города совершенно не приспособлены к их нуждам. Сегодняшние условия, в которых живут лица с инвалидностью, полностью превратили их в льготную социальную группу населения, которая нуждается в поддержке. Поэтому в обществе укоренилось мнение о том, что им нужно помогать. Если раньше государственная политика делала упор на выплатах пособий, пенсий, компенсаций, каких-то льгот, создание каких-то закрытых учреждений, то теперь это будет в корне меняться в другом направлении. Каждый человек с ограниченными возможностями будет рассматриваться как гражданин, обладающий определенным кругом прав и свобод. И, безусловно, действия государства будут направлены на создание условий для реализации всех прав лиц с инвалидностью. Начиная от права образования, то есть с детского сада, школы, университета, выбора профессии и в последующем его трудоустройства. И, конечно же, безусловно, это все будет сопровождаться с созданием условий для перемещения беспрепятственного в пространстве и получения нужной ему информации и образования в том числе. Конвенция четко прописывает с рождения или диагностирования инвалидности, какие шаги государство должно делать для того, чтобы облегчить и минимизировать имеющиеся нарушения или имеющуюся инвалидность, для того, чтобы ребенок с самого детства получал необходимые социальные, образовательные, медицинские услуги. По данным Министерства образования Кыргызской Республики, сегодня около 5000 детей-инвалидов из 29 тысяч не охвачены образовательной системой. С 2017 года началась разработка, и конкретно какие-то шаги начались со стороны Министерства образования. Все-таки вот этот вопрос развития, становления инклюзивного образования у нас сейчас не на уровне просто работы общественных организаций, международных организаций или на уровне каких-то обсуждений отдельных фрагментарных вещей, но уже на уровне государственной политики. Очень много лиц с инвалидностью, в частности в Бишкеке, пользуются общественным транспортом. Или хотят пользоваться, но в силу отсутствия возможностей не пользуются на должном уровне. Потому что, во-первых, будут созданы специальные условия, которые позволят лицу с инвалидностью попасть в сам этот автобус. Следует знать, что доступная среда – это не только многострадальные пандусы. Самый простой пример – новости. В идеале на каждом телевизионном канале теперь должен появиться сурдопереводчик и субтитры. Или возьмем, к примеру, банковскую сферу. Банки при выпуске карт до сих пор не предусматривают возможности узнать пин-код тем, кто не сможет его прочитать другим конфиденциальным способом. Совершенствования должны дойти до такой степени, чтобы можно было самостоятельно, без посторонней помощи, воспользоваться всей необходимой инфраструктурой. Кому еще, кроме лиц с инвалидностью, выгодна и полезна ратификация Конвенции? Ратификация Конвенции облегчит жизнь не только 180 тысячам лиц с инвалидностью и их ближайшему окружению, а это примерно 900 тысяч человек из расчета семьи из 4 человек, 627 тысячам пенсионерам и пожилым людям. Она принесет пользу и родителям с колясками, и беременным женщинам, детям, а это 36,5% от общего населения страны. Всего от ратификации и реализации Конвенции выиграет почти 90% населения страны. После того, как Кыргызстан приступит к последовательной реализации ратифицированной конвенции, лицам с инвалидностью не придется больше бороться с барьерами, ведь они станут полноправными членами общества. Они смогут работать, создавать и содержать семьи, приносить пользу, смогут делать то, что кажется таким обыденным и привычным для каждого из нас.